Здравствуйте, уважаемые друзья, соратники, сторонники независимого Башкортостана. А также все те, кто интересуется темой вообще башкирского национального движения, темой деколонизации, разрушения империи российской, сегодняшней Российской империи, ну и так далее. Начинаем наш стрим. Стрим этот сегодня будет посвящен очень интересным темам. Сперва мы проговорим определенные две темы, а именно первая тема касаемо небольшая такая касаемо СВО, так называемой России, ну а я ее называю войной, одной масштабной войной в Украине. Вторая тема касается хороших русских экспедиционных стран, наших русских. А потом мы перейдем к ответам на вопросы. Но прежде чем начать, я бы попросил вас подписываться, кто еще не подписался на мой канал, ставить лайки, помогать продвижению моего канала. Пишите вопросы, пишите комментарии, будем обсуждать. Всегда готов ответить на ваши вопросы, на ваши комментарии. И если у кого есть такая возможность, вы можете помочь всегда на продвижении канала, моей политической деятельности. Реквизиты все в описании есть. Также в описании указана ссылка на мой сайт, где я очень часто публикую различные интересные темы, а также ссылка на мою книгу «Записки башкирского экономиста судьбы» и ссылки на мой канал, телеграм-канал «Сысканный Башкор», ссылка на мой тикток. Поэтому подписывайтесь, продвигайте и так далее. Итак, начнем. Сперва я хотел бы коротко обсудить такую тему, что буквально не так давно, так я его называю пропагандистом, да, это Рамиль Рахматов, некогда, скажем так, был сторонником башкирского национального движения, в свое время был членом Всемирного Курултая Башкир, был членом Конгресса башкирского народа, такого, была такая организация, недолго просуществовала, которая была заточена именно, создавалась именно для того, чтобы снести Хамитова. Вот. Ну, преследовала такие цели, и когда Хамитова сняли, она тут ликвидировалась. Ну, сразу видно, да, какие цели. Вот какие цели преследовала данная организация. Там никаких защиты интересов башкирского народа не было никогда. Хотя прикрывался именно. И когда, как я говорю, Хамитова убрали, эта организация тут и пропала. Потому что тут цели выполнили. Так вот, там Рамиль Ахматов принимал очень активное участие. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что он буквально недавно в своем видео сказал о том, что дословно не буду говорить, у меня есть вот, на моем YouTube канале есть видео, которое, скажем так, мало продвигается из-за насилия, да, там. Да вот там конкретно Рамиль Ахматов говорит о том, что он призывает идти на войну мужчин Башкортостана, умереть там, да, о чем вы будете умирать? В республике спиваясь, вешаясь, заканчивая низким разбиваясь на дорогах, да, вот на башкирских дорогах, погибая в автокатастрофах, вы лучше поедете туда, в Украину, там умрите. Если это будут делать молодые наши парни, тому по 20 лет. И буквально недавно он еще раз, буквально там несколько дней назад, он еще раз проговорил эту тему, оправдываясь на волну хейта, которая началась в отношении него лично. И вот он там начал оправдываться, что вот я же говорил, что я имел в виду именно тому за 30,
Так, сейчас есть звук, нет? Напишите, пожалуйста, если звук сейчас появился, то продолжим. Напишите, пожалуйста, если звук сейчас появился. Так, все, звук есть. Продолжим. Тогда продолжаем дальше. Итак, тогда все заново. Все заново. Халмолот, хурметли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики канала, сторонники независимого Башкортостана, сторонники деколонизации этой Российской империи. Ну и вообще просто хорошие люди. Всем большой салам. Прежде чем я начну этот стрим, ну я его уже начал, да, но по техническим причинам сейчас заново. Так вот, прошу подписываться на мой канал, те, кто еще это не сделал. Прошу ставить лайки, прошу писать комментарии, задавать вопросы и вообще максимально содействовать продвижению канала. В последнее время канал очень активно растет, все это благодаря вам, конечно же. Также вы можете, у кого есть желание, у кого есть такая возможность, помочь финансово на продвижение канала, на продвижение моей политической деятельности. Ссылка в описании, как это сделать, все есть. Также в описании есть ссылка на мой сайт, где публикуются эксклюзивные различные новости. Также есть ссылка на мою книгу «Записки башкирского националиста Кукбуре» и ссылка на мой телеграм-канал, на мой тикток. Поэтому еще раз говорю, ставьте свои лайки, пересылайте ссылку на мой канал. Ну, вообще, максимально старайтесь продвигать. Итак, начнем. Сегодня сперва я бы хотел затронуть две темы касаемо... Ну, то есть, сперва эти две темы обсудить, а потом уже ответить на ваши вопросы. Вопросы уже пришли, достаточно интересные. Итак, первая тема касаемо Рамиля Рахматова. Я уже открыто называю его пропагандистом, ну или пропагандоном, да, как у нас говорят в простонародье. Этот человек, я бы сказал уже, что деградировал до такой степени, что начал открыто призывать наших земляков, наших мужчин Башкортостана ехать и умирать на войну в Украину. Человек, вот буквально недавно он выпустил в одном из своих видео, говорил о том, что он говорит: ребята, прежде чем умирать в Республике Башкортостан, спиваться, заканчивая жизнь самоубийством, разбиваться в автокатастрофах, вы лучше едьте в Украину и там умрите. То есть, ну, примерно вот такой посыл. Я сделал это видео, оно на YouTube-канале есть. Правда, оно не очень сильно распространяется из-за того, что там есть сцены насилия указаны. Но факт в том, что человек открыто призывает ехать наших мужиков и умирать там, в Украине. И оправдывает это тем, что якобы у нас в Республике Башкортостан, то есть до такой степени плохая жизнь, что вот все равно умрете. Все равно умрете в Республике Башкортостан. Зачем вам умирать в Республике Башкортостан, как бы, да, лучше едьте там умрите. Хоть за дело умрете, да, то есть, ну, примерно вот такой посыл. Человек, который вроде бы как себя считает такой оппозицией небольшой, местечковой. Напомню, что этот человек был в свое время членом Всемирного Курултая Башкир. Также он был членом такой организации, как Конгресс башкирского народа. Ну, это такая, кто не знает, может, или забыл, но она такая, короткое время была такая организация, Конгресс башкирского народа, в нее входила элита, скажем, да, такая наша башкирская. Данная организация была создана специально под конкретную тему, а именно снести Рустема Хамитова с власти. Когда она с этой задачей в том числе, да, то есть активно принимала участие в этом, и когда Рустема Хамитова убрали с поста главы Республики Башкортостан, она тут же
эта организация исчезла. Хотя она прикрывалась, конечно же, такой болезненной темой для башкир, как и башкирский язык, там, ну, вообще затрагивала все интересы, проблемы вообще башкирского народа. Прикрываясь этими проблемами, она там хайповала, устраивала митинги, качала тему против Рустема Хамитова. И когда Рустема Хамитова убрали, она тут же исчезла. То есть, ну, ясно, понятно, что это такая была организация, да, так, именно заточенная под определенную тему. Никакими там интересами башкирского народа там и не пахло. Ну, да ладно, вот я отвлекся. Так вот, вот это Рустем Рамиль Рахматов призывает конкретно идти людей и умирать. Он говорит, вот, и вот буквально недавно он выпустил свое очередное оправдание, да, и он говорит, что вот меня захейтили тут, с разных сторон про меня говорят, про мое вот это высказывание. Я вам хочу сказать, что я имел в виду не молодых, а именно кому за 30, ну, как будто бы кому за 30 им неохота жить, да? Вообще странный такой вот посыл. То есть, кому 30 с лишним стукнуло, там, да даже 40, кому даже 50, то есть, ну, вы уже все пожили, вы можете ехать и умереть, как бы, да, и вы уже не способны там семьи создать. А если люди уже создали семьи, а если они являются отцами там или дедушками, им хочется жить в республике Башкортостан, в своем доме, рядом со своими детьми, наблюдать, как они растут, получать пенсию заработанную, тратить их на благоустройство своего дома, на свою семью, на своих внуков. Об этом же Рамиль Рахматов не думает, он же говорит, что вот все равно спиваетесь, да, все равно умираете, все равно там гибнете в автокатастрофах. Хотя вроде бы вот он себя считает оппозиционером, так местечковым, еще раз говорю, да, ему бы наоборот поднимать вот эти вопросы, проблемы, почему народ спивается, почему народ гибнет в автокатастрофах, почему народ вешается, почему у нас Республика Башкортостан занимает одно из первых мест по России по числу суицидов. Вот чем озаботиться надо, то есть, да, как бы и говорить об этом, просвещать об этом народ. А он говорит, ну, все равно умрете, езжайте лучше там умрите. Понятно, я как бы могу здесь так сказать, что Рамиль Рахматов просто до такой степени уже себя заморал в этом во всем, в пропаганде войны, да и участии даже в этой войне, что у него просто нету задней. Он прекрасно понимает, что когда сменится власть, она обязательно сменится, и он это прекрасно знает, поэтому он и топит до конца за Путина, чтобы он сидел у власти. Потому что как только сменится Путин, за Рамилем Рахматовым придут. Дело в том, что он, этот пропагандон наш башкирский, находится в списках сайта, украинского сайта. Вспомню, скажу, да, то есть есть украинский сайт, где записывают, где есть списки всех тех людей, кто, скажем так, преследуется по украинским законам. Вот. Еще в 2014 году Рамиль Рахматов ездил на Донбасс и принимал участие на стороне России, воюя против Украины. А именно конкретно он там занимался, был опером и занимался допросами военнопленных украинцев. Допросами с пристрастием, так называемым. Ну, пытал. Вот. И поэтому против него, конечно же, есть все улики, все документы. С началом полномасштабной войны он поехал туда и принимал участие, как он говорит, в войне против Украины, в боях против Украины, против, еще раз говорю, законной власти, украинской законной власти, против независимого государства Украины, на которую напала Россия и которую осудила весь мир. Вот, поэтому он прекрасно понимает, что как бы, когда режим Путина падет, за ним придут, как за военным преступником. И сейчас он, конечно же, будет цепляться за то, чтобы максимально путинский режим продлился и так далее, и так далее. У Рамиля Рахматова, по-моему, 2 сына, уже достаточно взрослых. Но я считаю, что вот ему нужно подать пример и отправить в первую очередь своих сыновей на войну в Украину, чтобы они там умерли за Путина. Если как бы он против того, чтобы молодые ехали, то пусть тогда отправит своих родителей своей жены. Ну а что? Ему уже 30 с лишним есть. Пусть едут и там умрут, если он так хочет.
все равно сопьется, как Рамиль Рахматов. Ну ладно, об этом как бы все. Вот я просто хотел сказать, что, ребята, все, кто сегодня в Республике Башкортостан смотрит и вообще участвует в политической, ну, смотрит за политической жизнью, какая-никакая, она все равно как бы есть, чтобы прекрасно понимали, кто такой Рамиль Рахматов и чем он на самом деле занимается. Прикрываясь борьбой с Радием Хабировым, на самом деле он старается сохранить эту власть путинскую в России, максимально сохранить этот режим, потому что он прекрасно понимает, что если режим падет, то ему придется несладко. Сайт называется «Миротворец», вот вспомнил, где Рамиль Рахматов есть в списках. Вот, об этом, ну, эту тему как бы все. Дальше, следующее, что я хотел обсудить, это такая вот изначально заявленная тема для обсуждения, а это именно недавний выпуск на новостном сайте «Аспекты», да, в YouTube-канале вышла передача, где ее ведущий Руслан Валеев и совершенно неизвестный мне молодой человек, Евгений Коноплин, так называемый, так его представили, обсуждали различные темы, которые сейчас происходят в Республике Башкортостан, и одновременно попутно там поговорили обо мне. И вот как раз это я хотел бы обсудить. А именно, что они обсуждали? Евгений Коноплин ни с того ни с сего вдруг, хотя это вообще как-то не было заявлено, да, это не стояло там в повестке в новостной, но вдруг начал говорить обо мне. Возбудился он именно на тему того, что я на своем телеграм-канале выложил эскизы башкирской валюты, которые нам нарисовали наши, скажем так, активисты, да, наши активисты, и там, ну, достаточно красивая такая башкирская валюта, хумы, там с изображением Закива Лидии, Шейхзады Бабича, Акмулы. Кто не видел, заходите, посмотрите. Очень интересно, очень красиво. Ну, его почему-то это как бы триггернуло, и он начал хейтить, да, как он меня начал обсуждать это, и автоматически перешел сразу к теме независимости, а точнее невозможности независимости, как он говорит. И вот тут бы я хотел бы как бы поподробнее остановиться на различных тех тезисах, которые высказал этот человек. И сразу хочу сказать, что он мне уже написал, этот Евгений, и говорит, что вот меня захейтили тут, меня тут вы мочите, ни за что, я готов принять участие в стриме и ответить на все вопросы, и чтобы вы меня неправильно поняли, якобы там, я готов как бы поговорить с вами. Я говорю, ну хорошо, обсудим это на стриме. Так что, если что, ждите стрим, если он не передумает, и после этого эфира, если также будет согласен на то, чтобы у нас состоялся совместный стрим, то в ближайшем будущем он появится. Но так как они высказались в отношении меня, я имею право высказаться в отношении них. А потом уже будем, если они захотят, обсуждать это в прямом эфире на моем канале. Итак, если по пунктам, то, еще раз говорю, начал он с обсуждения башкирских денег, которые у меня были на телеграм-канале, что вот якобы, ну это популизм, это смешно, это по-детски. И вот что мне не понравилось, он допускал такие выражения в отношении меня, которые, ну, я стараюсь как бы к незнакомому мне человеку, ну, не допускать. Но вот он такие там слова, как разглагольствование, популизм, важные фантазии, ну, вот такие как бы вот вещи, да, ну, с таким немного с презрением, немного свысока, говоря о мне, вообще о башкирском национальном движении, о сторонниках независимого Башкортостана. И вот он, обсуждая именно валюту, говорит, что ну, это, говорит, все по-детски, это, говорит, все смешно выглядит. Хочу я сказать, что многие
идеологи различных будущих своих государств, да, независимых, те люди, которые боролись за свою независимость, они всегда создавали смыслы, всегда создавали символы. То есть вот сперва, допустим, какой-то флаг какого-то национального движения, который борется за свою независимость. Практически у всех национальных движений, которые когда-то были и добились в итоге своей независимости, были свои символы. И когда они завоевывали эту независимость, вот эти данные флаги, эти данные символы обычно становились государственными. Это можно проследить везде максимально. У Литвы раньше был, да, советский флаг, у Эстонии, у Латвии, у Польши, сегодня у Беларуси, да, вот есть БЧБ, так называемый, да, флаг, который сейчас запрещен. Но я уверен, что когда режим Лукашенко падет, этот флаг будет вновь государственным. И у всех так. И, конечно же, люди начинают обсуждать и различную валюту будущую, как она будет выглядеть, и паспорта будущие обсуждают. Это нормально. Это нормально. Люди обсуждают, люди обмениваются мнениями, люди уже строят какие-то планы, которые вполне возможны, когда уже Республика Башкортостан станет независимым, возможно, к ним вернуться при обсуждении уже настоящей будущей валюты Республики Башкортостан, флага Республики Башкортостан, паспорта, эскиза, вернуться к каким-то там заготовкам, зарисовкам, которые были ранее. Поэтому, еще раз говорю, такие символы, такие смыслы, которые сейчас обсуждаются, они очень важны. Поэтому, Евгений, Руслан, вы здесь не правы. Почему я говорю Руслан и буду здесь везде, то есть упоминать Руслана Валиева? Потому что он сказал в конце, что я на 99% согласен с тем, что сказал Евгений, вот этот Коноплин. Дальше. По поводу, вот мне что не понравилось, это где тот же самый Евгений говорит о том, что якобы я, вот не, что, ну, он имеет в виду не прямо не меня именно, да, имея в виду меня, он говорит вот так обобщенно, что вот эти люди, не помогая жителям Республики Башкортостан, не помогая тем, кто сегодня подвергается репрессиям, кто задержан и так далее, и так далее. И вот они тут позволяют себе обсуждать там независимость. Но, Евгений, откуда вы знаете, помогаю я или нет? Откуда вы знаете, наш комитет помогает или нет? У вас такие данные есть? Если есть такие данные, что мы не помогаем, предоставьте, пожалуйста. Иначе же вы врете, лжете в прямом эфире и распространяете это вранье. Мы помогаем, и материально помогаем, и публично помогаем, и устраиваем акции по всему миру, устраивали акции в поддержку, и еще будем дальше устраивать в поддержку задержанных, вообще во всех политзаключенных. А для меня все задержанные по Баймакскому делу — это все политзаключенные. Мы обращаемся в различные институты, мы делаем свою работу, и материально мы также собираем деньги и отправляем туда. Поэтому, конечно же, мы не можем говорить, сколько могу сказать, там несколько тысяч долларов. И не только тем, кто сегодня задержан по Баймакскому делу, но и тем, кто успел уехать. Им тоже помогали. Суммы, ну там, под 10 тысяч долларов, наверное, вышло. И дальше собираем и будем отправлять. Так что говорить о том, что мы здесь ничего не делаем, ну, то есть вы лжете. Дальше. Он начал тут уже говорить по поводу, что вот Республика Башкортостан, что вот я рвусь к власти. Ну, во-первых, по поводу рвусь к власти. Я несколько раз говорил о том, что я не собираюсь возглавлять Республику Башкортостан, не собираюсь становиться каким-то там президентом, главой и так далее. Я вижу себя, свою цель, свою миссию как некий таран, который будет разбивать эту систему. Как только я разобью эту систему, как она только треснет, рухнет, когда мы начнем строить независимую Республику Башкортостан, я уверен, что у нас найдутся умные люди, лидеры, которые возглавят республику,
и сделать все для того, чтобы она была процветающим, независимым, демократически развитым государством. Никакой Туркменистан. Поэтому я еще раз говорю, я не рвусь к власти. Это первое. И опять же здесь Евгений врет, когда утверждает так. Потому что я несколько раз говорил об этом открыто, что я не собираюсь становиться во главе будущего независимого Башкортостана. Возможно, возможно, возглавлю политическую партию. Возможно, буду преподавать. В каких-то общественных советах буду. Но не главой, и не президентом, не премьер-министром. Дальше, когда такие люди утверждают о том, что мы строим в будущем Туркменистан, что вот, то есть он намекает на то, что башкиры это такие очень недалекие, очень глупые, необразованные люди, дикари, можно сказать, да, которые ничего не смогут построить, кроме как вот Туркменистана. И почему-то сразу он говорит про Туркменистан. Почему Евгений не говорит про Белоруссию? Наверное, потому что он сам славянин, сам русский, и ему неохота ассоциироваться с тем, что на постсоветском пространстве есть страна, где диктатор, где настоящая диктатура, авторитарный диктаторский режим. И там управляет, ну, это славянское государство. Да, немножко потому что как-то, ну, сразу же меркнет картинка вот этого вот высокого русского человека, который несет белое бремя нам, туземцам. И мало того, ладно, Белоруссию, уберем Белоруссию в сторону. Мы сейчас боремся с каким режимом? У нас что, в России какой-то более мягкий режим, что ли, по сравнению с Туркменистаном? Туркменистан, по крайней мере, он ни на кого не нападает. То, что там у них происходит, это их дело абсолютно. И вообще это не ваше дело, Евгений, что там, какой там режим. Это их дело. Дело самих жителей местных. Если они позволяют такой режим установиться, ну, значит, это их собственное дело. Это не ваше дело. Пока они не пересекли границу своего государства, не напали на других, пока они не начали вмешиваться в дела других государств, диктуя им, навязывая что-то, к ним вопросов никаких не может быть. Туркменистан выбрал такую модель развития. По крайней мере, они независимые государства. И в любом случае, когда режим этот рухнет, сегодняшнего, да, вот этот вот, который там есть, а он рано или поздно рухнет, в любом случае. Пусть через 30 лет, пусть через 50 лет, пусть через 150 лет, все равно он рухнет. Но в любом случае это государство независимое. И они сформировались как нация туркменская. У них развит там язык, у них развита культура, своя идентичная туркменская. И поэтому, когда она станет демократическим государством, это будет национальное государство туркмен. И там нет никакой русификации. Там нет никакого навязывания русского мира. Там развитый туркменский язык. Вот и все. А ваша Белоруссия, где управляют славяне, братья русских, там белорусы, к сожалению, утеряли практически свой белорусский язык. Потому что там русский язык навязан. Вы же это хотите оставить? Вы же недовольны тем, что якобы в будущем Республика Башкортостан вот будет только один башкирский язык. Да, мы так и хотим, чтобы это был один башкирский язык государственно. Русский будет обладать статусом межнационального общения. И то максимум на 30 лет. Максимум. Пока не вырастет целое поколение башкир, которые будут с первого класса по окончании института не закончат все на башкирском языке, все предметы. И не выпустятся специалисты, обладающие полностью знаниями башкирского языка по всем сферам жизни. До этого времени у нас будет русский язык как еще достаточно развитым. Но мы будем избавляться от влияния русского языка, потому что мы видим, что в Беларуси происходит, где русский язык, который сейчас там является государственным, наравне с белорусским, он во всех сферах. Там везде полностью
на все на русском языке. И центральное телевидение на русском языке, и уроки все на русском языке. И там белорусский язык, государственный белорусский язык, независимой, по идее, страны, изучается несколько часов в неделю. Парадокс, парадокс. И вы же этого хотите. Вы хотите вот именно вот повторение белорусского сценария. Я не говорю про форму управления, а именно по навязыванию языка. Вот вы это хотите, видимо, чтобы вот у нас в Башкортостане, Татарстане, в Якутии, Бурятии, Тыве и так далее, чтобы вот так было. А мы так не хотим. Дальше. Очень такое интересное мнение прозвучало со стороны сперва Евгения, а потом подхватил это Руслан Валиев. Именно то, что когда я говорю о том, что ГУЛАГ, а вообще это система, что сперва имперская система, система Российской империи, потом советская система, а сейчас вновь российская система истребляла и истребляет башкир. И вот он начинает, а как же нас, русских, нас тоже истребляли. Ну еще, ну истребляли. А при чем здесь башкиры-то? Если вас, русских, истребляли, понимаете, это русское государство, можно сказать, всегда было русским государством. Где русские, пусть они сперва даже в советское время и поначалу в Российской Федерации не обозначены были как государство, образующий народ, но сегодня это уже эту, скажем так, ошибку в кавычках исправили и включили в Конституцию, что русский язык является государствообразующим, русский народ, ну здесь 80, там, как они говорят, 70-80%, раз их, это значит, можно сказать, что русское государство. Если это государство, русское государство, истребляет самих же русских, ну а при чем здесь мы? Ничего, мы теперь должны терпеть и не говорить о независимости, не говорить о том, что нас когда-то истребляли, жалея русских. Мы должны молчать, как бы, вот, блин, в 1921 году от Голодомора умерло 700 тысяч башкир. Но давайте не будем об этом говорить, потому что русские же тоже умирали. Но как-то обидно же для русских будет слышать это, что вот мы говорим о том, что башкир столько погибло. А что у башкир репрессии были, нас истребляли там, расстреливали. Ну, русских, говорят, тоже же расстреливали. И что? И что? Вы не сравниваете русский народ и башкирский народ. Русских, которых больше 100 миллионов, и башкир, которых 1,5 миллиона. Как вы вообще это можете сравнивать? 10 человек расстрелянных из башкирской интеллигенции равняется тысяче или десяткам тысяч интеллигенции русских. Масштабы совершенно несравнимы. Как вообще об этом можно говорить? И мы будем говорить об этом, постоянно будем говорить, постоянно будем напоминать вам это. И пока мы не добьемся того, что вы не извинитесь перед нами, вообще не только перед нами, перед всеми народами, когда в Европе демократически пал этот коммунистический режим, вот на многих бывших сателлитах, да, башкирских, советских сателлитов, вот, бывших государств, Польша, Чехословакия и так далее, начали приходить национальные правительства. И происходило, скажем так, переосмысление того, что было. Многие винились за свои поступки. Допустим, германское правительство, я не помню, кто именно сейчас, он вставал на колени, просил перед еврейским народом. Перед поляками просили прощения за свои поступки немцы. Это нормально, это нормальная практика. В Америке повинились перед индейцами за то, что истребляли их миллионами. И мы же будем ждать, что рано или поздно вы это сделаете. Придете на то лобное место, где сейчас стоит монумент дружбы, который мы снесем обязательно. И там прям вы встанете на колени, ну я не знаю, на колени там или как, ну вы извинитесь перед башкирским народом за все то, что вы сделали. И только после этого, начиная с чистого листа, наши отношения будут уже такими, возможно, крепкими и дружескими. Пока вы не извинитесь
за то, что сделали вы и ваши предки с нашим народом. Ну, сложно говорить о каких-то там, о том, чтобы мы, башкиры, стеснялись говорить о репрессиях по отношению к нам. Потому что в это время были репрессии у русского народа. Мы будем говорить. А нам есть что вам предъявить. Мы на вас не нападали, вы на нас постоянно нападаете, вы нас постоянно уничтожаете, гнобите и так далее. И говорить, что я какую-то ненависть по отношению к русскому народу постоянно пропагандирую, но это неправда. Нет никакой ненависти. К нормальным русским нет никакой ненависти. И в Республике Башкортостан русские будут жить, и они будут пользоваться точно такими же правами, как и все остальные народы. Как и башкирский народ, конечно же. Если они признают, что Республика Башкортостан является национальным государством, башкирским национальным государством, что мы, башкиры, имеем право на создание своего собственного национального государства, право на самоопределение, международное право, неотъемлемое право. И что здесь очень важно, что Руслан Валеев подхватил вот эти тезисы, да, вот это мнение Евгения, говорит вот, что вот Иван Грозный там истреблял татар. Руслан Валеев сам является наполовину татарином, как он не раз утверждал. И вот такое говорить о своем татарском народе, ну, это очень недальновидно. И очень некрасиво. Еще раз, татары тогда практически полностью были истреблены. И от того, что там Иван Грозный истреблял свой народ, от этого татарскому народу не легче. Они потеряли свою государственность, они потеряли огромное количество своих людей, они потеряли земли. И что там опричники после этого Ивана Грозного делали с русским населением? Им плевать вообще на это. И до сих пор в Казани стоит памятник павшим русским воинам, как назидание татарам, что вот смотрите, мы вас когда-то завоевали, помните это. И не позволяет сносить его. Мало того, еще выделяют огромные деньги на постоянную реконструкцию. И говорить такое про татар, как бы, ну, для меня это очень странно. И последнее. Когда он там говорит, что вот в странах Балтии немножко было по-другому. Я хочу сказать, что вот вы живете, и Руслан, и Евгений, если я не ошибаюсь, оба живут в Германии. Так вам, наверное, надо было приехать в балтийские страны, вот в Литву, допустим. В Литву приехать, сходить в музей здесь. Здесь такой есть музей, бывшее здание КГБ, из которого сделали музей оккупации называется, и посмотреть на экспозиции вообще, как здесь что и было, как боролся литовский народ за свои права, за свою свободу, за свою независимость. Какое отношение у них было к русским. Поговорить с местными. Я очень часто разговариваю, очень часто слышу отношение настоящих литовцев к русским. И если кто помнит, то при Советском Союзе, по всему Советскому Союзу всегда ходили такие байки, я не знаю, но я так думаю, что они, наверное, основаны были на реальных событиях. Когда, вот лично мне в Башкирии, тогда Башкирская ССР, в начале 90-х рассказывали, что вот, в Прибалтике русских не любят. До такой степени, что вот когда русский заходит в магазин, то и спрашивает что-то на русском языке, продавщица поворачивается к нему и как будто бы ничего не слышит. Вполне возможно, так оно и было. И это показатель того, какое отношение у жителей стран Балтии, Эстонии, Латвии, Литвы было по отношению к русским. Здесь есть, еще раз говорю, очень много музеев. Я вот несколько раз был приглашен на местное центральное телевидение, ЛРТ называется. Там экспозиция была такая, с большими фотографиями, где были отражены события 90-х годов, начала 90-х, именно когда здесь была борьба за независимость Литвы. И там такие плакаты, где вот тысячи людей, литовцев, выходили на улицы, и прям видно, вот по улице едет советский танк, и огромная толпа с двух сторон улицы стоит
из литовцев, и они там с плакатами стоят: русские, убирайтесь, русские, водки нет, водка кончилась, пора домой. Вот с такими плакатами стояли, понимаете? Огромное количество людей. Все помнят эту оккупацию, все помнят, как расстреливали телецентр литовский, как парламент пытались захватить, как у них погибло 14 человек, и они сегодня национальные герои, и в честь них, в честь всех этих 14 человек названы улицы. Поэтому, как минимум, вот литовцы, эстонцы, латвийцы, у всех так было. Помнят прекрасно, кто такой русский захватчик, русский оккупант, и они об этом прям открыто говорят. И говорить о том, что у башкир только такое отношение. У башкиры по сравнению с литовцами, с эстонцами вообще дети. Они намного более толерантны. Еще раз говорю, мы будем строить демократическое общество, будем строить башкирскую политическую нацию, где все народы, проживающие в республике Башкортостан, будут пользоваться всеми правами. Но еще раз говорю, и русские точно так же будут здесь жить, но еще раз повторяю, что они должны быть согласны с тем, что Республика Башкортостан – это независимое национальное государство башкир, где башкирский язык будет государственным языком. И никакой Туркменистан из нашей республики Башкортостан не будет. Почему? Потому что совершенно другой менталитет, совершенно другое географическое расположение. У нас все данные есть для того, чтобы мы успешно развивались как независимое государство. И все наши жители республики смогли бы жить достойно, богато. Еще не каждый получит, многие будут стремиться получить гражданство нашей республики Башкортостан. Еще не каждый получит. Будем подходить к этому вопросу раздачи гражданства очень тщательно и щепетильно. Так, теперь по поводу вопросов. Сейчас. Вопрос к стриму. Здравствуйте, Руслан. Как известно, кадры – это основа. Благодарю вас, полагаю, у вас есть какой-то костяк, благодаря которому будет положено начало формирования нового руководства РБ. При этом неплохо бы задуматься о будущем кадровом резерве. Что я имею в виду? Может быть, вам наладить взаимодействие с отдельными государствами, где бы уже сейчас на их базе началось обучение молодых специалистов для Башкортостана в приоритете для силовых структур и правоохранительных органов, поскольку в них, особенно на руководящих местах, не должны остаться прежние сотрудники ни в коем разе. Да, конечно, нужно будет проводить проверки, но можно взять, к примеру, за основу те семьи патриотов, о которых вам известно хорошо и в лояльности которых сомнений мало, чтобы их дети были направлены в соответствующие иностранные вузы, например, в Турцию, Азербайджан, Великобританию, да и в те же страны Балтии. По окончании колледжа они могли бы проходить службу в тех государствах, а в нужное время, согласно контрактных обязательств, выдвигались бы в Башкортостан для налаживания работы. Спасибо. Очень хороший вопрос, спасибо большое. Что хочу сказать, что да, мы сейчас, даже уже сейчас проходим некоторые такие подготовительные курсы, базу управления, базу там, политологии, экономического развития будущих независимых государств. И немного, есть достаточно большое количество членов нашего комитета Башкирского национального движения, которые принимают участие в этих курсах. Составлять какую-либо такую открытую базу из наших сторонников, которые сегодня находятся на территории республики самой Башкортостан, но это было бы немножко неправильно, потому что они бы сразу попали бы на крючок в список спецслужб. Из тех, которые находятся за рубежом, я сомневаюсь, что большая часть из них вернется в независимый Башкортостан и будет что-либо там делать. В основном многие башкиры, многие башкирские диаспоры образовались еще давно, абсолютно давно, еще задолго до начала войны.
с Украины и уезжали по собственному желанию из Республики Башкортостан. И они уже давным-давно обосновались, давным-давно уже обзавелись какой-либо работой, недвижимостью и так далее. Их дети уже вовсю встроились в эту новую систему, там, в новых государств своих. Для них они уже свой дом практически. Получают образование на местном языке. Многие даже уже не разговаривают, возможно, на башкирском, может быть, на русском разговаривают, но на башкирском уже мало кто разговаривает. Поэтому делать ставку на представителей этих, скажем так, башкир, да, за рубежом, ну, я бы не стал бы. Если все, кто хочет нам помочь, они уже давным-давно к нам обратились. Обратились, мы с ними ведем работу, общаемся и так далее. Какой-то костяк есть, конечно же, и он растет с каждым разом все больше и больше. Но со временем, конечно же, мы будем договариваться с различными странами, с правительствами этих стран по поводу того, чтобы наши кадры проходили там обучение. В первую очередь, конечно же, военные кадры. И находясь, сам я нахожусь в стране в НАТО, которая входит в НАТО, будем в первую очередь, конечно же, налаживать работу с НАТО. С НАТО, возможно, с Турцией, да. Ну, Турция тоже входит в НАТО. А тогда я согласен, что нам нужны кадры, нам нужны люди, и придется распрощаться со многими сегодняшними людьми, которые там непосредственно занимают какие-либо посты в Республике Башкортостан, особенно в силовых органах. С ними будем, конечно же, прощаться, если за ними есть, если только их, скажем так, не защитит общество, скажет, что вот такой-то участковый, допустим, он, ну, приносил только пользу нам, защищал постоянно там нас от властей, никогда не фабриковал уголовные дела, был справедливый и так далее. Таких еще будем оставлять. Ну, каждому, в общем, будем подходить отдельно по каждой личности. А человек, который себя запятнал, ну, с ним сразу будем прощаться. Вот, поэтому, да, согласен, нам нужно обязательно будет готовить кадры. И мы над этим работаем, конечно же. Но в первую очередь все равно мы не сможем обеспечить кадрами всю систему сегодняшнюю Республики Башкортостан, управленческую. И, конечно же, мы будем набирать из тех молодых специалистов, которые сегодня есть в республике. Это достаточно грамотные, достаточно патриотичные, настроенные к нашей республике молодые люди. Из них будем комплектовать вот тот управленческий персонал. Следующий вопрос. Так, время еще есть. Ассаламу алейкум, варахматуллахи ва баракату, Руслан Агай. Валейкум ассалам. Вы считаете нецелесообразным присоединение исторических башкирских земель с большим проживанием русского населения? И я разделяю вашу точку зрения. Но хочу поставить вопрос о поселке городского типа Межозерный, что находится в Верхнеуральском районе. Насчет населения у меня нет точных данных. Сколько башкортов проживает в нем? Всего населения там около 6,5-7 тысяч человек. Субъективно, в Межозерной башкортов больше остальных. Население Верхнеуральского же района составляет 42 тысячи человек. Башкорты на втором месте, 3,5 тысячи. Башкирских деревень в районе я не знаю. Русские на первом месте, их 31 тысяча, но речь идет только о поселке Межозерный. Это первый момент. Второй. Экономическая составляющая. В окрестностях поселка находится несколько месторождений нефти. Их разрабатывает УГМК, если что. Учитывая эти два фактора, я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о присоединении этого Межозерного к свободному Башкортостану. Учевый город шахтеров, подавляющее большинство из них башкорты, как простые рабочие, так и инженеры. Продолжать разработку месторождения башкорты смогут сами. Нужно также решить вопрос с штреками, подземными горизонтами. Говорят, они далеко уходят, но в этом вопросе я некомпетентен. Ну, такой вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что вот если говорить отдельно о поселке Межозерный, то мы не можем его отдельно включить в состав независимого Башкортостана, не включая всю Верхнеуральскую вот эту вот область. Ну как, он будет анклавом, что ли? Вот, поэтому вообще пока сложно говорить что-либо о тех территориях, которые находятся за пределами Республики Башкортостан.
нам бы сперва отстоять свое, ту территорию, которая сейчас у нас есть в составе Республики Башкортостан. Границы, которые определены по международному праву. Вот. Нам бы вот это все отстоять, целостность Республики Башкортостан, полностью сделать его независимым. Потом уже будем, конечно же, думать о других территориях, где проживают компактно наши башкиры. Но что вот я хотел по этому поводу сказать. Я вообще за то, ну вообще, когда начнется вот этот час X, и когда начнутся вот эти большие преобразования, когда будут образовываться новые независимые государства на построссийском пространстве. И, конечно же, это будет такое время потрясений и перемен. Или я называю его большой смутой. Конечно же, экономика просядет тогда очень сильно. И многие начнутся межнациональные какие-либо там отношения, конфликты, будут строиться свои национальные государства. Это все будет. Понимаете, мы можем говорить о том, что мы этого не допустим, у нас в России этого не будет, мы не будем там, мы не знаем на самом деле, как на самом деле будет. Человеческий фактор, он очень такой серьезный, и все может быть. И скорее всего будет. Но вообще надо готовиться к самому худшему варианту, что вообще, возможно, будет большая гражданская война. Потому что сторонников Путина, их очень много. И всех бывших вот этих вояк будет тоже достаточно много. Различные банды, ЧВК, которые будут стараться вновь нас всех покорить. Так вот, когда наступит вот эта большая смута, люди будут тянуться свои к своим. Татары, которые расселены по всей территории сегодняшней России, будут стараться, конечно же, тянуться в свой Татарстан. Башкиры будут точно так же тянуться в Башкортостан. И очень много башкир у нас работает на севере. Живут очень много на северах, там в Ханты-Мансийске очень много, в Сургуте, Нижневартовске, я знаю. Вот я практически уверен, что многие из них, они вынуждены будут приехать. Ну, либо они будут признавать те государственные образования, которые будут образовываться там, будут соглашаться с той политикой, с той системой, которая там образуется, и примут это и согласятся там дальше жить, либо они приедут в Республику Башкортостан. Соответственно, начнутся вот такие процессы, когда начнут люди перемещаться с одного конца России на другой конец. Люди будут тянуться свои к своим. И я бы здесь, и мы, конечно же, сразу же мы обсуждали это с некоторыми нашими членами комитета, со многими другими известными башкирами, о том, что мы обязательно объявим о программе репатриации наших земляков, наших башкир. Создадим программу по привлечению башкир, живущих за пределами Республики Башкортостан, к нам в республику. Создадим для них программу, где возможно, будем выделять землю, будем выделять какие-то субсидии, какие-то, возможно, стройматериалы для постройки домов, обеспечивать работой будем. Ну, в общем, будем максимально привлекать. Вот по такой программе, как Казахстан привлек более 1 миллиона казахов в свою республику. И поэтому именно у казахов, у которых на момент, по переписи 89 года, их было всего 39%, а русскоязычного населения было 51%, то вот уже очень быстро процент вообще качнулся в другую сторону. Потому что русских очень много начало уезжать. Еще раз говорю, русские будут уезжать не только потому, что их кто-то гонит. Их никто не будет гнать. Люди будут уезжать, потому что, во-первых, будут не согласны с тем, что они теперь живут в независимом башкирском государстве, которое будет в первую очередь национальное башкирское государство с башкирским языком, где все услуги, обучение, вся политика будет настроена, конечно же, на сохранение и развитие башкирского народа. И многие этим будут недовольны, многие будут уезжать. А башкиры будут приезжать в Башкортостан. Поэтому
процент снова качнется, конечно же. Вот. И здесь башкиры вырастут, конечно же, в процентном соотношении. Уверен в этом. И я даже сейчас уверен практически, что русское население в процентном соотношении, оно увеличивается. То есть не то, что увеличивается, а неправильно выразился. Его специально, сознательно увеличивают в переписях. На самом деле я уверен, что это не так. Русских намного меньше в Республике Башкортостан. Башкир намного больше. Вот. И когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы, конечно же, проведем честную перепись, узнаем, сколько на самом деле башкир в Республике Башкортостан, сколько русских, сколько татар, чуваш и так далее. По поводу татар я отдельно проведу стрим. Скоро очень, потому что вновь недавно у нас тут на моем канале в Телеграме вновь, скажем так, вспыхнула вот эта вот тема татаро-башкирских отношений. И, конечно же, нужно постоянно проговаривать их, нужно постоянно озвучивать все наши тезисы, все, что мы говорим, все, что мы обещаем татарским нашим братьям. Недавно был, кто не смотрел, у меня стрим с Русланом Айсином. Посмотрите, очень интересный. Он на канале Лиги Свободных Наций есть. Вот, так что еще раз говорю, что многие башкиры будут уезжать. И я бы хотел, конечно же, чтобы, как бы, может быть, это не печально звучало, но башкиры, которые проживают сегодня в Саратовской области, в Самарской области, в первую очередь касается вот этих двух областей, что в Москве очень много башкир, чтобы они все вернулись в Республику Башкортостан. Потому что рано или поздно, вот, допустим, те же самые башкиры Саратовской области или Самарских областей, да, это наши исторические земли какие-то там, да, там наши рода жили, и у них своя самобытная там какая-то культура, там ихние деревни, там ихние могилы, ихних предков остались, да, но надо понимать, что рано или поздно вы все ассимилируетесь там. Если вы хотите остаться башкирами, то вам надо будет переехать в Республику Башкортостан. Вы не сможете там поддерживать культуру, вы не сможете сохраниться, особенно в этом быстро растущем глобальном мире, цивилизованном вот этом, да. Русские вас поглотят рано или поздно. Поэтому надо переезжать будет. Мы сделаем для вас специальную программу, чтобы вы переехали и обрели здесь свой дом, в Республике Башкортостан. Так, еще был вопрос такой. Сейчас. Здравствуйте, Руслан. Как вы видите дальнейшее развитие башкирского языка в сегодняшних условиях? Что делать башкирам, чтобы его сохранить и развивать сейчас? И по поводу памятника Салавату Юлаеву. Его хотят реставрировать, вернут ли его на прежнее место? И памятник Заки Валиди, будет ли он восстановлен в Сибае? По поводу хороших русских нет вопросов, потому что нет пока сформулированных мыслей. После стрима, если только могут возникнуть вопросы. Итак, по поводу башкирского языка. Я неоднократно, конечно же, говорил об этом. Ну, коротко повторюсь, что в независимом Башкортостане башкирский язык будет единственный государственный язык. Я знаю, что многих это не устраивает. Многие говорят о том, что нам необходимо оставить русский язык государственным языком. Многие еще говорят, что татарский нужно сделать государственным языком. Еще раз говорю, по татарскому вопросу будет отдельный стрим по поводу русского языка. Я приводил в пример Белоруссию. Что произошло с этой страной, которая оставила русский язык как государственный язык? Они потеряли свой язык. Почему? Потеряли свой белорусский язык. Почему? Потому что вот представьте такую ситуацию, когда два государственных языка, допустим, белорусский и русский, являются равноправными абсолютно. И, соответственно, любой человек может прийти в магазин, допустим, да, и говорит, вот, обращаясь на белорусском языке, говорит, вот, дайте мне там булку хлеба, там, что-то еще, да, допустим, там, килограмм мяса.
А человек отвечает ему на русском языке. Белорус вроде говорит ему там, ну, я требую, чтобы меня обслужили там на белорусском языке, так как он является государственным. В ответ он, знаете, что услышит? Русский язык точно так же является государственным. И я не нарушаю законы, когда отвечаю вам на русском языке. Все. И это будет во всех сферах. Когда вы придете в суд, когда вы... вот, допустим, у нас в судах было несколько раз, когда мы требовали, чтобы те или иные процессы, вот Фаиль, да, допустим, требовал, чтобы тот или иной процесс проходил на башкирском языке. Сперва они предоставляли нам переводчика, ему переводчика точнее, а потом просто сказали, что вот мы знаем по многим публикациям, по многим вашим видео, мы знаем, что вы заканчивали Башкирский государственный университет, где было обучение на русском языке, вы знаете русский язык. Раз вы знаете русский язык, раз вы им владеете, значит, мы не можем, то есть мы можем вам дать, можем вести, скажем, процесс на русском языке, так как он является государственным в Республике Башкортостан. Все. То же самое будет и то же самое будет вот в любом государстве, где помимо родного национального языка государственного оставить, если язык еще русский. Русский язык, он сейчас по сравнению с башкирским языком имеет очень большие полномочия. Он стоит намного выше, потому что он во всех сферах. Еще раз говорю, вся научная литература, техническая литература, медицинская литература, юриспруденция, весь управленческий аппарат, все на русском языке, понимаете? И, конечно же, чиновники, доктора, врачи, инженеры, они обучены на русском языке, они привыкли отвечать на вопросы, говорить о своей работе на русском языке. У них сформулированы уже там мысли, технические какие-то слова и так далее, термины. Все это на русском языке. Им удобно отвечать вам на русском языке. И когда вы попросите его, данного человека, ну, придете, допустим, к врачу и говорите, вот я там заболел на башкирском языке, мені ауырып кетті, мынау там аяқ ауырта, ишлягет, бірдемеле. И врач вам начнет отвечать на русском языке. И он скажет, я имею право, потому что русский язык является государственным языком. Поэтому, конечно же, еще раз говорю, мы не будем оставлять русский язык как государственный язык. Мы будем башкирский делать единственным языком. Постепенно, чтобы башкирский язык распространялся и захватывал все сферы в Республике Башкортостан. Потому что это национальное государство, башкирское национальное государство. И оно названо так, Башкортостан, страна Башкир. И очень мне еще нравится название Башкорт-Иле. Вот многие говорят, что Башкортостан очень сложное название. Я с этим соглашусь, потому что здесь, допустим, за границей люди практически не могут выговорить Башкортостан слово. И начинают по-всякому коверкать его. И выглядит очень так плохо. Поэтому вполне возможно. Вот я бы, конечно же, не за Башкирию, конечно, да, вот это русское название. Я бы, конечно же, за название Башкорт-Иле. Так что вот так. Так, теперь по поводу... если говорить по поводу памятника Салавата Юлаева, то, конечно же, ни в коем случае нельзя давать его снимать и увозить. Снять можно, но чтобы прям там на месте его, как обещали, да, что будет создан какой-то там куб стеклянный там или какой он там будет, прозрачный, где внутри него будут вестись какие-то ремонтные работы, восстановительные работы. Вот с этим надо соглашаться, можно соглашаться. Непосредственно под контролем общественности башкирской, чтобы они наблюдали, чтобы они не дали ни в коем случае увести. Потому что на сегодняшний момент мы имеем два случая с памятниками. С памятником Заки Валиди. Даже три случая. В Санкт-Петербурге убрали памятник Заки Валиди. Но там прям убрали по решению прокуратуры. То есть, да, там как бы не скрывали своего намерения. То в Сибае просто пошли на обман. И Авзалов, да, тот же самый, которому будет предъявлено за это обязательно. При нем убрали сквер Заки Валиди,
убрали памятник и закрыли вообще этот сквер, сказали, что он якобы будет реконструкция, будем там обновлять все это. Но на самом деле просто снесли полностью все, памятник Заки Валиди убрали и до сих пор ничего не поставили, никакого сквера уже больше нету. Ни сквера, ни памятника Заки Валиди нету в Сибае больше. И сегодня, вот уже сейчас в Тимясово то же самое происходит. Первая столица республики Башкирской республики, Башкортостана. Там идет реконструкция. Реконструкция должна была закончиться еще год назад, но она до сих пор идет. Там тоже убрали бюст Заки Валиди, который стоял во дворике вот этого вот музейного комплекса исторического. Это там, нас кто не знает, там стоит здание, где заседало правительство Башкортостана. И там в этом дворике стоял бюст Заки Валиди. Сейчас его убрали. Все это говорят, что якобы на ремонт, но я более чем уверен, на 90% уверен, что ничего не вернут. Никакого памятника не вернут уже Заки Валиди, точно. Поэтому ни в коем случае, конечно же, нельзя допускать, чтобы памятник Салавату Юлаеву увезли куда-то. Потому что Салават Юлаев — это символ башкирского народа, это наш национальный герой. И он для сегодняшней власти российской как бельмо, как красная тряпка для быка. Потому что Салават Юлаев кто он? Это человек, который пошел против центральной власти, пошел против государства и поднял восстание вместе, да, с Емельяном Пугачевым, воевал против, захватывал целые города. Они не могут допустить, чтобы у башкир такой был национальный герой. Символ борьбы за башкир, за башкирские права, за башкирские земли против центральной власти. Ну, по-ихнему это, они же говорят прям это открыто, что это бунтовщик, что это вот смутьян, повстанец и так далее. Человек, который пошел против системы. Они никак не могут, понимаете, у них вот сегодняшней вот этой политики, которая идет в России, она вот этот образ Салавата Юлаева, он никак не укладывается. И поэтому они максимально стараются вот сейчас его, во-первых, они пытались его очернить, да, называя его разбойником и так далее. Вот это вот мы помним, там Руслан Белый здесь говорил, и помним, книга была такая у такого историка русского Орлова «Пирамида Салавата», где он по-всякому, по-страшному оскорблял Салавата Юлаева. Вот. И сейчас постепенно образ Салавата Юлаева пытается убирать и вместо него ставить других национальных, якобы национальных героев башкир, таких как, допустим, генерал Шаймуратов. Почему генерал Шаймуратов для них более удобен? Потому что генерал Шаймуратов, он воевал за эту империю, за Советскую империю, да, за Советский Союз, за всю страну, в том числе за Москву, конечно же, за русский народ, вот за все вот это государство, которое они нам пытаются навязать, как это наша родина, что это вот это ваша родина, это вся Россия. Нет, наша родина — это Республика Башкортостан. И генерал Шаймуратов умер не за Республику Башкортостан. Он умер за то, чтобы советская власть сохранилась на этой территории, за эту всю страну. Да, конечно же, гитлеровские захватчики — это было зло. И воевать против него нужно было, конечно же. Но он не может быть более великим, большим национальным героем для башкир, как Салават Юлаев. Салават Юлаев для нас больше, потому что Салават Юлаев непосредственно воевал за башкир. Непосредственно воевал за башкирские земли. За то, чтобы мы сохранились здесь, чтобы мы были хозяевами здесь на своей земле. То же самое и Заки Валиди. Непосредственно боролся, воевал в том числе за то, чтобы именно создалась Республика Башкортостан как государство. Башкортостан тогда, да, оно было. И создал он это государство, эту республику. И башкирское правительство непосредственно было, которое управляло всей этой территорией. И, конечно же, им такие наши национальные герои невыгодны. Поэтому они сейчас ведут кампанию дискредитации и по Алдар Батыру нашему, Алдар Исикеев, то, что ему ставили памятник в Баймаке. И будут добиваться, как они говорили, через прокуратуру, чтобы этот памятник убрали, потому что Алдар Исикеев, Алдар Батыр, он воевал против этой империи, поднимал, был участником 2 восстаний, возглавлял, да, один из таких главных участников. И умер 70-летним стариком, не покорившись, укрывая у себя наших повстанцев от царских карателей. И
будучи 70-летним стариком, уже пожилым человеком, которому вроде бы очень богатым он был. Вроде бы живи, да, и радуйся жизни. Тысячи там табунов, тысячи голов там лошадей, коров, овец, несколько жен. Дочка Алдара Исикеева была отдана замуж за казахского хана. Почести, богатство, все есть. Живи, вроде бы не хочу, да, ну вот радуйся жизни. У тебя статус Тархана, ну это князь, да, по-башкирски. Если по-русски, да, то это князь. Вот такой, ну, они обладают примерно, обладали одинаковыми статусами. Но нет же, Алдар Батыр не мог, даже будучи вот уже стариком, будучи прощенным за те восстания, где он принимал участие, он не мог смириться с тем, что происходит в Республике Башкортостан, ну тогда на башкирских землях точнее. Он не мог смириться, не мог, видел всю ту несправедливость, что творила царская администрация, вообще царские люди по отношению к башкирам. И максимально старался помочь, чем мог. Пусть он уже по старости лет не мог принимать участие в восстании Карасакала, да, Карахакала, но он укрывал, еще раз говорю, людей, наших башкир, кто участвовал после того, как восстание это потерпело поражение. И он поехал в составе делегации, поехал он, по-моему, в Самарскую, да, в Самару, в Самарскую крепость тогда поехал просить за то, чтобы наших лидеров башкирского восстания выпустили, которых схватили и там содержали. Там его арестовали, Алдара Исикеева с его товарищами, отправили в Мензелинск, сегодняшний Татарстан, и там казнили. Казнили жестоким способом, его крюком его вот так вот под ребро цепанули, зацепили его, подвесили. И так он мучительно умер. В течение там нескольких дней умирал. Напомню, что на тот момент ему было больше 70 лет. Представьте сегодня 70-летнего старика. Вот так погиб Алдар Исикеев. И сегодня стоит ему памятник в Баймакском районе. Русские недовольны этим. И они хотят, чтобы наш памятник Алдару Исикееву убрали, называя его сепаратистом. Вот. Так. Вопросы, на сегодняшний вопрос, наверное, уже я не смогу ответить, потому что уже больше часа. Поэтому то, что здесь написали, я почитаю внимательно, и вполне возможно на самые интересные вопросы я отвечу в следующем своем стриме. На этом все. Надеюсь, что Руслан Валиев и Евгений Коноплин, посмотрев этот стрим, где я говорю о них, скажем так, примут к сведению, поймут свою неправоту. А если у Евгения Коноплина осталось желание провести со мной стрим по поводу целесообразности и вообще возможно или невозможно ли независимость Республики Башкортостан, пожалуйста, если он даст свое добро, я сейчас с ним спешусь, то назначим дату среди недели на проведение стрима. На этом все. Еще раз благодарю всех, кто смотрел меня, кто слушал. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, распространяйте, пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, заходите на мой сайт, читайте. Кто может помочь, помогайте финансово, буду только признателен. Как это сделать, все в описании есть. Зур рахмет, Эдге, хау